Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кабинет министров единогласно утвердил республиканский бюджет на 2022 год. Итоги очередного заседания правительства в нашем репортаже. Память поколений. Международная научная конференция в Абхазском институте гуманитарных исследований Академии наук Абхазии. Среднее профессиональное образование в Абхазии вышло на новый уровень. Подведены итоги работы совместной программы Европейского Союза и ООН. Кабинет министров единогласно утвердил республиканский бюджет на 2022 год. Такое решение члены правительства приняли в ходе очередного заседания 30 ноября. Кроме того, правительство одобрило бюджеты внебюджетных фондов и внесло изменения в некоторые акты в сфере здравоохранения. Смотрите репортаж Иланы Казанба. После утверждения предложенной повестки заседания министры перешли к обсуждению главного финансового документа – бюджета на грядущий 2022 год. Его основные параметры представил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. По доходам в объеме 9 миллиардов 400 миллионов рублей, что составляет больше на 1,1 миллиарда параметров текущего года. Рост обусловлен изменениями как налоговых, неналоговых доходов на общую сумму 600 миллионов рублей, так и безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления – это реализация мер по соглашениям между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в различных областях. Увеличение на 2022 год прогнозируется в объеме, еще раз повторюсь, 500 миллионов рублей. С учетом текущего исполнения доходной части бюджета, а также опираясь на базовый вариант экономических показателей индикативного плана социально-экономического развития на 2022 год, а также мерами по повышению эффективности администрирования как налоговых, так и неналоговых доходов, позволяет нам судить, в том числе включая повышение деловой активности в 2021 году, позволяет нам с уверенностью судить, что в 2022 году при таких же неизменных показателях, а также с учетом предполагаемого роста доходов, можно будет обеспечить покрытие расходов республиканского бюджета. Прежде всего, конечно, это публичных расходных обязательств. С учетом определения приоритетности расходов, предложений получателей средств по оптимизации были сформированы и расходные показатели бюджета. По прогнозам Минфина они составят 9,9 миллиардов рублей. Соответственно, дефицит бюджета 2022 года определен в объеме 500 миллионов рублей. Вместе с тем, расходы республиканского бюджета растут по отношению к текущему периоду на 700 миллионов рублей. Значительный рост наблюдается по разделу здравоохранения на 40,9%, на правоохранительную деятельность и безопасность на 18,4%, на 25,8% рост составляет по позиции физическая культура и спорт, и межбюджетные трансферты, соответственно, 18,4%. Владимир Делба подробно остановился на расходных статьях, объяснив причину повышения каждой, в связи с чем проект бюджета на 2022 был принят единогласно и без замечаний. Кроме того, министр финансов рассказал, что при отсутствии внутренних долгов у республики остается государственный внешний долг размером в 1 миллиард 300 миллионов рублей. В текущем году решением правительства республики был одобрен проект о еще одной реструктуризации суммы основного долга, то есть его переноса на еще 5 лет. В этой связи ожидаем в ближайшее время одобрения с российской стороны, подписания. Это будет свидетельствовать о изменении сроков и, соответственно, о снижении отдельных платежей, в том числе и по обслуживанию внешнего долга. Остаются у государства и долги строителям, история которых длится не первый год. Так, общая задолженность сегодня по решению арбитражного суда превышает 300 миллионов рублей. Эту проблему Минфин намерен поэтапно решать, резюмировал Владимир Делба. Следом заслушали основные показатели бюджетов пенсионного, фондов репатриации и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Планируемый объем доходов бюджета фонда на 2022 год составляет 1 миллиард
286 миллионов 16 тысяч 200 рублей. Апсахрако гамладзит цепхпи бюджеты сантутui дарадзе ипшу цепх бюджет он пшини 2 миллион хапхего яй вашукс юши миллион кха гуяна гути галапха. Доходы бюджета фонда на 2022 год. Планируемый объем доходов бюджета фонда составляет 166 миллионов 159 тысяч рублей. Представленные финансовые документы были одобрены членами правительства, после чего перешли к бюджету Фонда социального страхования и охраны труда. Планируемый показатель, озвученный председателем Бакуром Бебия, составляет 122 миллиона 816 тысяч рублей, что полностью совпадает с планируемой расходной частью на 2022 год. Ее основная доля приходится на выплаты пособий и финансирование социальной программы, в том числе по временной трудоспособности 28 миллионов, по беременности и родам 30 миллионов. А также, с учетом пандемии, на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников, членов их семей до 15 миллионов рублей. Основными статьями расходной части бюджета являются выплаты пособий по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет. Беби отметил, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране наблюдается снижение рождаемости. Он также обратился с предложением продлить программу реабилитации и санаторно-курортного лечения врачей, работающих в красной зоне, в том числе в 2022 году. Эти предложения члены правительства поддержали, после чего приняли проект постановления бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в сумме 45,5 миллионов рублей и бюджет Дорожного фонда, который в 2022 году достигнет 115 миллионов. Из которых налог на реализацию ГСМ 60 миллионов и налог с владельцев транспортных средств 55 миллионов. Эти цифры по сравнению с текущим 2021 годом выросли. Эти цифры, естественно, согласованы с администраторами налогов, с Министерством по налогам и управлением ГАИ МВД. В целом прирост в сравнении с 2021 годом где-то 25%. Министр здравоохранения Эдуард Будба предложил коллегам внести изменения в некоторые акты Кабинета министров в сфере здравоохранения. Проект постановления направлен на увеличение объема финансирования ряда ведомственных целевых программ Министерства здравоохранения Республики Абхазия, а именно лечение граждан за пределами на территории Республики Абхазия, утвержденным постановлением Кабинета министров Республики Абхазия 3 февраля 2021 года за номером 4. Объем финансирования программы с учетом увеличения, предусмотренным настоящим проектом постановления, 75 миллионов рублей. Второе. Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия, утвержденное постановлением Кабинета министров Республики Абхазия 3 февраля 2021 года за номером 6. Объем финансирования программы с учетом увеличения, предусмотренного настоящим проектом постановления, 50 миллионов рублей. Следующая программа «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия», утвержденную постановлением Кабинета министров от 3 февраля 2021 года за номером 7. Объем финансирования программы с учетом увеличения, предусмотренного настоящим проектом постановления, 13 миллионов рублей. Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия, утвержденное постановлением Кабинета министров от 3 февраля 2021 года за номером 8. Объем финансирования программы с учетом увеличения, предусмотренного настоящим проектом постановления, 80 миллионов рублей. Данную программу одобрил и Минфин, рекомендовав ее к принятию коллегам, что и было сделано. Следом о работе таможенного госкомитета рассказал председатель Отар Хеция. Так он отметил, что намеченный план уже перевыполнен и составил 2 миллиарда 154 миллионов рублей. Это на 821 миллион больше, чем в 2020 году. О перевыполнении намеченного плана говорил и министр по налогам и сборам Джансух Нанба. При годовом планируемом показателе в 2 миллиарда 966 миллионов рублей, который периодически корректировался в сторону увеличения, фактически сегодня собрано более 3 миллиардов 70 миллионов рублей налоговых платежей. Илана Казамба, Торник Амичба, Абаза ТВ.
На заседании Кабинета министров также подробно обсудили эпидемиологическую обстановку в стране. Министр Эдуард Будба назвал ее сложной и тревожной. Приведя общую статистику положения дел с больными и лекарственным обеспечением, а также вакцинацией, он обратился к премьер-министру Александру Анкваб с просьбой повлиять на ситуацию с корпоративными мероприятиями текущих новогодних праздников. Глава правительства также дал оценку положению дел в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией, заверил коллег, что будут приняты дополнительные запретительные меры в отношении массовых скоплений людей в общественных местах. На данный момент в наших ковидных отделениях находится 245 пациентов. В сутки поступает в среднем от 10 до 15 человек. В Богудаудскому госпиталю 59, инфекционная больница 40, Творчал 13, Ачамчира 18, Гагра 18, госпиталь Министерства обороны 70. Значит, 245 пациентов, и в республиканской психбольнице 27 пациентов. У нас там была вспышка, мы изолировали наших пациентов в отдельном отделении, поставили необходимые санэпидрежимы. Работа и лечение продолжается в этом направлении. Что касательно вакцинации, значит, с 29 ноября спутником Лайт провакцинировано 5212 человек. У нас было, значит, за 29 ноября спутником ВИ вакцинировано 162 пациента. Общее количество с момента привоза спутника ВИ с 18 ноября началась вакцинация, провакцинировано 780 пациентов. Темпы вакцинации невысокие. Хотелось бы сейчас обратиться к нашим коллегам, чтобы к руководителям министерств и ведомств, чтобы усилили работу, чтобы наши граждане, ваши коллеги вакцинировались, потому что это единственное спасение от этой коварной болезни. Я уже многократно об этом говорил, это очень важно и очень принципиально. Учитывая предстоящие новогодние праздники, насколько мне известно, максимально уже забронированы места в наших ресторанах, поэтому я и с самого начала моего доклада сказал, что ситуация очень тревожная, потому что после всех этих массовых мероприятий будет вспышка заболеваний, как мы это уже проходили неоднократно. Поэтому ко всем обращаюсь, и вот в первую очередь к руководителю Александр Золотинский, к вам с помощью и поддержкой в этом формате. Будет дано соответствующее поручение дополнительно службе Министерства внутренних дел. Будут встречи с руководителями этих заведений, проведены соответствующие беседы и будет сказано о последствиях. Но это то, что касается запретительных мер. Министр обращается в очередной раз к нашим гражданам не делать это, не испытывать судьбу. Вот мы с министром в течение последних дней боремся в Краснодаре вместе с врачами, естественно, я говорю это образно, за жизнь девушки беременной, за жизнь, говорили, будут сердиться на меня родственники нашего коллеги и многих других. Эта работа не прекращается ни на минуту. Что еще нужно сказать и что еще нужно сделать? Вы слышите о том, какой штамм образовался новый, и никто не сказал, что он не придет сюда. Никто не сказал, что он не придет сюда. Тогда как быть? Те штаммы, которые здесь сегодня, что практика показывает? Очень агрессивный стал ковид, очень быстротечный. Что можем противопоставить? Нелюбимые нами элементы дисциплинированности. Вакцинацию нет другого, нет и не будет.
Сейчас об эпидемиологической обстановке. Согласно сообщению оперативного штаба, за 29 ноября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено 786 человек. Диагноз подтвержден у 141 из них. В российском военном госпитале за 2 дня скончались 2 мужчин 52 и 54 годов рождения. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 88 лет. Общее число выявленных заболевших составляет 34 793 человека. Зарегистрировано 527 летальных случаев, выздоровели 28 707 человек. Между тем, с 18 по 29 ноября вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Ви» привились 780 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Общее число вакцинированных – 12 491 человек. Препаратом «Спутник Лайт» привились 5211 человек. Официальная хроника за вклад в укрепление дружественных отношений между Республикой Абхазия и Кабардино-Балкарской республикой, активную общественную деятельность. Президент Аслан Бжани подписал указ о награждении кандидата филологических наук, доцента Инги Кучапшевой орденом Айхдзяпша 3-й степени. НПО будут согласовывать все проекты с МИД Абхазии. Заместитель министра иностранных дел Иракли Тужба дал комментарий по итогам встречи с руководителями международных организаций и агентств ООН, которая состоялась 29 ноября в МИД Абхазии под председательством министра Инала Ардзенба. МИД Абхазии подчеркивает необходимость проведения скоординированной работы и обязательного согласования всех планируемых к реализации проектов с Министерством иностранных дел, отметил он. В соответствии с указом президента все текущие и запланированные проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других направлений будут реализовываться с учетом обязательного согласования в Министерстве иностранных дел республики. Память поколений под таким названием в Абхазском институте гуманитарных исследований Академии наук Абхазии состоялась международная научная конференция, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Слово Элеоноре Гилаян. Тема Великой Отечественной войны и, соответственно, памяти о ней никогда не потеряет ни своей актуальности, ни значимости. Именно вокруг различных аспектов памяти и наследия сформирована программа научной конференции. Открыл и вел ее доктор филологических наук Владимир Зантария. Тема его собственного доклада касается фронтовой тематики в абхазской лирике. Сам автор называет эту тему малоизученной. Абхазская фронтовая лирика, вообще тема войны, она стала частью нашего художественного мышления, потому что интересно то, что в основном эти вещи, они написаны абхазскими писателями, поэтами, которые принимали участие непосредственно в войне. Значит, они были участниками боевых действий, понимаете? И поэтому эти стихи, они очень выстраданы. Многие из этих стихов наши молодые люди помнят наизусть, кстати. Вот это Чичикот Джонуа, Кязым Агума. И одно из стихотворений Кязыма Агума, оно написано в день принятия присяги в Брянске. Он в Брянских лесах в партизанском соединении принимал присягу, в отряд имени Чапаева вступал. И вот он написал письмо в Сухум. Оно на абхазском языке читается просто, я не знаю, как на духу, потому что оно выражает вот этот тогдашний дух народа, тот патриотизм, те чаяния народа. Это хозар, сапситол, геориш, усто, врага, вот такие, как клятва звучит. И вот Выступал перед собравшимися также начальник аппарата Министерства обороны генерал-майор Илья Гамисония. Он отметил, что тема Великой Отечественной войны важна и близка гражданам всех стран, когда-то вставших на борьбу с фашистским режимом. На полях сражений Великой Отечественной войны приняли участие свыше 55 тысяч уроженцев Абхазии. Свыше 17,5 тысяч из них не вернулись к родным очагам. 22 воина из Абхазии стали героями Советского Союза. К сожалению, все меньше остается в живых ветеранов той Великой войны. Ветераны уходят, но историческую память о них должны сохранить их дети и внуки. Я один из тех, чей отец прошел весь боевой путь Великой Отечественной войны, принимал участие в битве за Кавказ, неоднократно был ранен, награжден боевыми наградами.
Для меня, как и для всех моих боевых друзей, коллег, соратников по оружию, память о подвигах наших отцов священна. Конференция международная. Большая часть участников выступали с докладами из-за рубежа. Казбек Ачмис, доктор исторических наук из Майкопа, говорил о сохранении памяти о Великой Отечественной войне как действенном факторе национальной безопасности России. Благодатный материал в этом отношении дает нам изучение, а скорее защита нашего недавнего исторического прошлого. Обратимся к истории Великой Отечественной войны, которая уже несколько десятилетий продолжает оставаться ареной острой идеологической борьбы. Эти вопросы широко обсуждаются в последние годы в различных общественных кругах, как на Западе, так и в России, особенно в связи с такими знаменательными датами, как 75-летие победы Великой Отечественной войны и 80-летие начала этой кровопролитной войны. Для научного сообщества и международного сотрудничества эта конференция представляет большое значение, отмечает Игорь Зазуля, доцент Северокавказского федерального университета и доктор исторических наук. Каждый год приоткрываются новые и новые страницы. К сожалению, эта война, унесшая огромное количество жизней всех граждан тогда единого государства Советского Союза, она действительно дает нам такую возможность вспоминать, сохранять ту историческую память, культивировать ее у молодежи. Говорю так, к сожалению, потому что, конечно, каждая страница ее, она трагична. Конференция «Память поколений» проходила в 2 заседания – утреннее и вечернее. Элеонора Гилаян, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. Информация правоохранителей. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для Алхаса Хварцкия в виде домашнего ареста. Срок домашнего ареста – 1 месяц и 28 суток. Напомним, по данным следствия, Хварцкий 25 ноября произвел 8 выстрелов в сторону здания Черноморэнерго, расположенного на улице Гумистинская в Сухуми. Он также произвел 7 выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления. Следственным отделом УВД по Сухуму в отношении Хварцкия было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, а также связанного с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушению общественного порядка. СГБ Абхазии совместно с МВД и с Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору изъяли 93 майнинг-аппарата и закрыли 1 мастерскую по ремонту майнинг-оборудования. Смотрите материал пресс-службы СГБ Республики. С 23 по 25 ноября 2021 года Служба государственной безопасности Республики Абхазия совместно с МВД Республики Абхазия и с Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору проводились мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме Республики Абхазия. В результате было выявлено несколько объектов незаконного подключения. В селе Лыхны Гудаутского района у гражданина Дзизария Тимура Алексеевича, в селе Хапста Гудаутского района у гражданина Чамагу Османа Баталовича, в городе Сухум по улице Званба 51 у гражданина Барабаш Игоря Николаевича, а также в селе Баслата Сухумского района у гражданина Кварче Ефрема Кановича. Необходимо отметить, что на указанном объекте в июле сего года были изъяты 26 аппаратов майнинг-оборудования. Общее количество выявленных и изъятых аппаратов различной модификации на заявленный период составило 93 единицы. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалюты составлены административные протоколы. Была также выявлена ремонтная мастерская майнинг-оборудования в городе Сухум. В настоящее время владельцы устанавливаются.
Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл призвала генерального прокурора провести тщательное расследование по происшествию в Гагре 16 ноября. Как в частности отмечается в официальном обращении, в рамках обязательства государства по расследованию таких случаев необходимо изучить, была ли операция правоохранительных органов спланирована и контролировалась ли таким образом, чтобы свести к минимуму возможное применение летальной силы или случайную гибель людей. Призываю Генеральную прокуратуру провести в соответствии с законодательством Республики Абхазия и международными стандартами тщательное расследование смерти Амира Кети, произошедшей в результате действий сотрудников правоохранительных органов, на предмет того, было ли применение огнестрельного оружия абсолютно необходимым, соразмерным и оправданным при задержании граждан Амира Кети и Омара Хагуш. А также осуществлялось ли планирование и командование операцией таким образом, чтобы минимизировать вероятность применения силы, в данном случае смертоносной. Полагаю, что выводы расследования будут представлены общественности, в том числе и аппарату уполномоченного, в целях подтверждения объективности и беспристрастности проведенного расследования, заключает Шакрыл. С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте уполномоченного по правам человека. Кроме того, уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл встретилась с главой миссии МККК в Абхазии Натаном Рейсом и его заместителем Борисом Казанба. На встрече глава миссии говорил о готовности МККК поддержать пенитенциарную систему с целью улучшения условий содержания людей, лишенных свободы, и оказания гуманитарной помощи. Уполномоченная обратила внимание на потребность в гуманитарной помощи в условиях COVID-19 и поддержки в системных преобразованиях, в частности в сфере оказания медицинской помощи. При поддержке Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба завершается первый этап проекта перевода искусственного интеллекта на абхазский язык. Уже задействовано 300 голосов разного диапазона и записано до 100 часов текста из абхазских литературных произведений. Завершить проект планируется к 2023 году. Это позволит любому желающему через настройки мобильного устройства перевести интерфейс на абхазский язык и проводить все необходимые операции. Кроме того, голосовые помощники «Окей, Google», «Алиса» и другие начнут распознавать запросы на абхазском языке. Расширенный репортаж о проекте, процессе работы и ее промежуточных результатах смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амшахтес». Среднее профессиональное образование в Абхазии вышло на новый уровень. Подведены итоги работы совместной программы Европейского Союза и ООН по улучшению среднего профессионального образования в Абхазии с 2019 по 2021 годы. Новые аудитории, лаборатории, тренинги и зарубежные поездки реализованы в ходе трехлетнего проекта. Подробности у Анастасии Никоновой. В 2019 году в нашей республике стартовала совместная программа Европейского Союза и ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии. Повышенное внимание профтехобразованию – это общемировая тенденция, продиктованная развитием экономики и нехваткой квалифицированных кадров в самых разных областях. Менеджер проекта Рафис Абазов, подводя итог трехлетней работы программы, отметил успешную реализацию масштабного проекта по развитию в Абхазии среднепрофессионального образования и обучению важным навыкам и компетенциям. Последние годы огромное внимание уделяется именно профтехобразованию. Без хорошего компетентного водителя на дорогах может быть очень много проблем. Без хорошего компетентного электрика в домах может очень много быть проблем. Без хорошего компетентного строителя строительство не может двигаться нормально, или дома будут разваливаться, как происходит в некоторых странах мира. Все это требует, чтобы мы подготавливали хороших специалистов. И для того, чтобы это прошло быстрее, чтобы не повторять чужие ошибки, необходимо, конечно же, чтобы мы использовали мировой опыт. Заключительный воркшоп прошел в отремонтированной аудитории Сухумского государственного колледжа. Работы также были проведены в рамках совместного проекта. На презентации менеджер проекта отметил, что в рамках абхазской программы ПРООН сотрудничает еще с двумя международными организациями – Детский фонд ООН или ЮНИСЕФ, а также ФАО или сельскохозяйственная и продовольственная программа ООН. По словам Рафиса Абазова, ЮНИСЕФ оказывает помощь Сухумскому медицинскому колледжу, а ПРООН активно курирует 3 учебных заведения Абхазии – Абхазский многоотраслевой, Галский гуманитарный и Сухумский государственный колледжи. На сегодняшний день, согласно статистическим данным, демографическим данным, в Абхазии примерно 60 тысяч молодых людей колледжского возраста. Это от 18 до 29-30 лет. Примерно четверть населения. Колледжами
Абхазии, вот 5 колледжами, которые находятся вот в нашей, скажем, под нашим зонтиком, всего примерно 600, 650, 680 студентов. Всего лишь 1%. Огромный потенциал для масштабирования. То есть для того, чтобы экономика была нормально развивалась, нужно как минимум 30%, чтобы молодежи обладала этими навыками. 30%. Это означает, у нас огромный путь есть, до 20 тысяч довести количество студентов в колледжах Абхазии. И то есть хотя бы следующий шаг сделать 2%, 3%, довести до 1000, до 2000. Даже если доведем до 3000, это все равно будет меньше 10% как молодежи. Так называемые рабочие профессии в Абхазии востребованы, считает заместитель директора Сухумского дома юношества Аида Ладария. По ее мнению, совместная программа Европейского Союза и ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии – большой прорыв. Что касается Сухумского дома юношества, то мы в партнерстве с UNDP, с этим проектом, мы взяли на себя такую ответственность какого-то образовательного компонента. И этот компонент, он заключается в инновационных подходах, в методиках преподавания. Вот здесь один из результатов нашего проекта. Это вот, видите, там стенд, в котором 10 тем. И эти темы посвящены тому, что инновационные методики обучения должны прийти в профтехобразование тоже. Для того, чтобы среднепрофессиональное образование в Абхазии вышло на новый уровень, ЕС ООН провели огромную работу, отметила на заключительном воркшопе директор организации «Амилат Ресурс» Плациза Гумба. По ее мнению, успех проекта заключается в слаженной работе команды. Вся Абхазия, от Гальского района до Цандрипша, мы уже все знают Рафиса, и отношение к нему особое. И они навеки, по-моему, запомнили, потому что он оказался тем человеком, который сумел до каждого дойти, каждого выслушать, потом вернуться куда-то и сделать дело. И сегодня вот все, что сделано за этот период, конечно, это огромное достижение, и, насколько я это понимаю, это, в общем, человек делает то, что он считал возможным. И даже там, где я говорила, что нет смысла там делать, потому что это такой район, где мало... А он говорил, нет, давайте и там сделаем. И таким образом он, конечно, охватил все районы Абхазии, насколько это было возможно. В рамках совместной программы ЕС ООН в Сухумском государственном колледже появилась новая крыша, а за ней окна, двери и часть электропроводки. В 2021 году в левом крыле на первом этаже сданы в эксплуатацию аудитории, полностью оборудованные по последнему слову техники. Когда он сказал, что бы вы еще хотели, конечно, автосервис. Это просто чудо. И, в общем, столько вы нам, Рафис, правда, сделали. Я не знаю... Просто слов нет. Спасибо вам огромное. И спасибо всем тем, кто помогал. Вам, Циза, всем, кто сказал доброе слово, Саида. Я вот помню, все, кто нам и сочувствовали нам, и радовались за нас. Всем огромное спасибо. Поблагодарил за работу директор Абхазского многоотраслевого колледжа Джумбир Мужба. По его словам, в рамках работы ЕС ООН отремонтировано почти 50% помещений. Оснащены 2 аудитории, санитарный блок и, что самое главное, профессиональная кулинарная лаборатория. Честно говоря, вот сейчас недавно были с Горловки, да? У нас гости были, директора там посмотрели, они так себя хвалили, там у нас все хорошо, все прекрасно, там все. Я просто много не говоря, пойдемте, я вам покажу, говорю, где у нас. Я когда открыл лабораторию, они аж удивились. Хорошая лаборатория, ничего не скажешь, по самым современным стандартам сделано, все оборудование на высшем уровне. То, что студент хочет сегодня, все имеем. Это благодаря нашему сотрудничеству. После официальной части заключительного воркшопа менеджеру проекта от Сухумского государственного колледжа были вручены традиционные абхазские сувениры – белый башлык и рог. В свою очередь Рафис Аббасов передал всем участникам символичные для проекта предметы. Я ничего не поменял. То есть вы посмотрите, какие идеи мы закладывали 3 года назад и что мы реализовали.
Вот это вот, что получилось. И вот это наш такой маленький подарок для всех вас, чтобы мы помнили друг о друге, не забыли друг о друге. Трехлетняя совместная программа ЕС-ООН по улучшению среднего профессионального образования завершает свою работу в Абхазии в январе 2022 года. Директора колледжей выразили надежду на дальнейшую реализацию проекта. Анастасия Никонова, Георгий Кутарба, Абаза ТВ. Культура и журналистика. 2 декабря в 13:00 в Абхазском государственном университете состоится встреча с ректором Высшего театрального училища имени Щепкина и заведующим кафедрой истории русского театра ГИТИСа, с заместителем художественного руководителя Малого театра России, известным театроведом, заслуженным деятелем искусств России Борисом Николаевичем Любимовым. Встреча организована Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат А3». Сфера научных интересов Бориса Любимова – театр, литература, богословие, философия. Тема встречи – литература и культура в современном обществе. Тему участия организаций российских соотечественников в общественной жизни Абхазии и их взаимодействия с официальными представительствами России в республике обсудили во вторник на круглом столе в Сухуме. Мероприятие было организовано культурным фондом «Платформа» при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. В круглом столе приняли участие представители посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, Россотрудничества, Московского культурного делового центра «Дом Москвы», руководители организации российских соотечественников, представители высокогорного села Псху, члены Общественной палаты Абхазии и общественные деятели. Накануне наступления холодов спасателям МЧС выдадут теплые комплекты зимней формы, а именно утепленные куртки, костюмы, ботинки с высокими берцами, специальные чехлы для обуви, которые позволят исключить промокание сапог и сохранить в них тепло. Закуплены также комплекты летней форменной одежды. Обмундирование приобретено за счет государственного бюджета. По словам руководства МЧС, вопросы обеспечения личного состава специальным снаряжением являются одним из приоритетных. От этого в немалой степени зависит боеспособность спасательных подразделений во всех районах республики. 1 декабря Республиканский кожно-венерологический диспансер и Центр СПИД проведут акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В этот день с 9:30 до 13:00 каждый желающий сможет пройти бесплатное обследование на такие заболевания, как ВИЧ, гепатит Б и С, сифилис. Обследование будет проводиться экспресс-методом в мобильной лаборатории. В течение 20 минут человек получит ответы на анализы, которые будут конфиденциальны. Мобильная лаборатория будет расположена по адресу улица Эшба, 164, Республиканская больница. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 1 декабря в Абхазии облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой. В горах снег, в предгорьях дождь со снегом. Температура воздуха ночью 16, днем до плюс 12 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.